Основной задачей в текущем году территориальной подсистемы РСЧС было предупреждение ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. В текущем 2020 году в результате проведенной плановой предупредительной работы территориальной подсистемы РСЧС удалось снизить количество возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории Республики Ингушетия. В целом можно сказать, что территориальная подсистема РСЧС Республики Ингушетия в 2020 году с поставленными задачами справилась. Докладывая об итогах 2020-го, начальник Главного управления МЧС по республике отметил, что обстановка в регионе характеризовалась высокой пожароопасностью, чрезвычайной ситуацией и дорожно-транспортными происшествиями. 401 случаи пожаров, в которых погибли 4 человека, а материальный ущерб составил почти 19 миллионов рублей. В республике на сегодняшний день имеется рост количества пожаров на 20% по сравнению с текущим периодом прошлого года. Но как положительный момент я хочу отметить, что в текущем году нам удалось достичь положительных результатов. У нас количество погибших на пожарах, количество погибших на водных объектах снизилось. К сожалению, у нас есть эти случаи, но в следующем году вся работа будет направлена на то, чтобы самое главное избежать гибели людей при различных происшествиях. Впрочем, деятельность управления МЧС в 2020-м была направлена не только на предотвращение чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности – задача комплексная, и ее решение начинается именно с предупреждения и профилактики. С января по март 2020 года были проведены республиканские семинары с участием Главного управления МЧС, сотрудников Главного управления МЧС по вопросу соблюдения правил техники безопасности при использовании бытовым природным газом. В октябре-ноябре, как вы озвучили, был конкурс «Лучший учитель ОБЖ». В январе 2020 года проведен республиканский этап Всероссийской олимпиады по предмету ОБЖ. Отчитался за итоги совместной работы и город Назрань. В качестве звена территориальной подсистемы РСЧС администрация принимала участие в командных штабных учениях и тренировках. Состав города комиссии по чрезвычайной ситуации. Руководители служб жизнеобеспечения получили практические навыки в действии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Распоряжением главы администрации города Назрань создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. В состав комиссии входит 22 человека. Разработано и утверждено положение о комиссии. Также в рамках итогового совещания состоялась торжественная церемония награждения отличившихся руководителей территориальных подсистем, сотрудников МЧС и жителей, которые помогали спасателям. Тамара Хашагульгова, Майырбек Миржоев, Новости 24.